Теперь я скажу от Ассоциации практикующих экологов, так как вот по приглашению активистов, общественных деятелей из города Алматы мы посетили Маралды, я сама увидела своими глазами. На самом деле это вопиющий такой проект, который нельзя ни в коем случае допускать к реализации по той простой причине, что это все находится на горе. И все, что спускается с горы, это все будет попадать в питьевую воду местного населения. И, соответственно, то, что здесь производится уникальный мед маралдинский, это тоже очень большой плюс, поэтому то, что сейчас они планируют, это все могут разрушить. Теперь касательно действий компании на соответствие экологическому кодексу, да, насколько это соответствует или не соответствует. В принципе, в прошлом году я вот вижу по разрешительным документам, у них были документы, полученные на экопортале, объявление общественных слушаний есть. Но здесь нужно отметить, что сам проект АВОС, он некоторые моменты не раскрывает. Также во время встречи жители отметили, что подписывали, то есть получали подписи жителей обманным путем, даже в некоторых домах подкупом, то есть даже называли сумму, 50 тысяч тенге давали каждому. То есть это на самом деле уголовное правонарушение считается, поэтому такое запрещается. Мы являемся стороной Оргской конвенции, и общественные слушания, они должны проходить в добровольном порядке, без какой-либо угрозы, без какого-либо принуждения, подкупа, обмана и так далее. Поэтому по этим основаниям ранее полученные заключения ГЭ, государственной экологической экспертизы, они должны быть отозваны. В данное время, насколько нам известно, Департаментом экологии по Восточно-Казахстанской области они инициировали привлечение к административной ответственности компании по статье 462. Это называется воспрепятствование должностным лицам государственных инспекций, органов государственного контроля, надзора, выполнения ими служебных обязанностей, невыполнение постановлений, предписаний и иных требований. То есть они ранее давали предписания, компания эти предписания не выполняет, и они по этой статье подали в суд для привлечения компании к административной ответственности. Ну, вообще здесь, конечно, нужно не только вот по экологии, самое главное, конечно же, по земельным участкам, также по контрактам недропользования. Учитывая вот уникальное местоположение этого участка, то, что населенный пункт находится, конечно, нужно требовать от Министерства индустрии не выдавать контракт на недропользование на этап добычи. Ну, и это все, конечно, взаимосвязано с земельным участком. Также были такие случаи в Казахстане, когда, например, вот в Акмолинской области был такой случай, когда жители обратились в суд для того, чтобы отозвать, то есть признать вот эти общественные слушания незаконными и на основе этого отозвать заключение ГЭ. Были такие кейсы в Казахстане, поэтому вы, пользуясь своими экологическими правами в рамках Оргской конвенции, можете подать в суд, если с точки зрения экологии. Но здесь также вот Министерство индустрии на самом деле играет важную роль. Если они не будут выдавать контракт, то, соответственно, и не будет никакой добычи. Но если они выдадут контракт, да, здесь, то есть нужно сделать все, донести до лиц, принимающих решение, что этого делать нельзя, потому что 7 лет завод, а потом население останется ни с чем. Ни меда, ни питьевой воды, все загрязнено. Вообще мы видим такие проблемы по Казахстану. Есть, например, в Акмолинской области, где тоже Казахалтын добывает золото, но в Акмолинской области эти месторождения находятся в равнинной местности, не как в горной, да, то есть там уже риски уменьшаются за счет этого. Но там тоже стоят вопросы касательно утечки вот этого цианида, касательно загрязнения подземных вод. Такие проблемы есть. Но они не так актуальны, как, например, в селе Маралды. Вот в Маралды все, что происходит на горе, это будет попадать в населенный пункт, в питьевую воду. Этого ни в коем случае нельзя допускать. Поэтому со стороны экологов какие-то меры предпринимаются, но также стоит отметить, что у нас в КоАПе есть такая статья, 328 статья об отзыве ранее выданного заключения ГЭ, разрешительного документа. Это вот один из методов, не то что методов, а путей, скажем так, это вот признание общественных слушаний незаконными, если они проходили вот таким путем, путем обмана, подкупа и так далее, да. Также, если Министерство индустрии
вынесет решение, что действительно там они, получая разрешительные документы на разведку, проводили добычу. Такие проблемы в сфере недропользования встречаются, когда, например, они получили на разведку, но там уже приступили к добыче, да. Если такое заключение от Министерства индустрии будет, тогда Департамент экологии, Министерство экологии, они могут инициировать вопрос отзыва, то есть, точнее, привлечение к ответственности компании по статье 328. В данной ситуации уже санкционные меры более строгие. Вот такие есть пути решения. Но с точки зрения экологии это однозначно, что здесь строить такой объект ни в коем случае нельзя. Также, так как журналисты участвуют, так как я сама поехала, узнала, что в данном населенном пункте производится мед в количестве 70-80 тонн. То есть если это посчитать в денежном выражении, это выходит где-то 240-280 миллионов тенге в год. Это очень хороший доход, и это экологически чистый продукт. А тут они из-за налогов там 180 миллионов, да, хотят разрушить и питьевую воду, и производство меда. То есть это ни в коем случае нельзя допускать. И причем вот такие были жалобы, что путем подкупа собирали голоса. От нас вот такой комментарий. И еще я не знаю, это к вам ли вопрос или нет, по поводу взрывных работ, которые производились на горе, то есть фактически снесена гора. Вопрос мощности, потому что, насколько мы знаем из информации, которая прошлась по социальным сетям, взрывные работы принесли ущерб жителям. Вот кто-то контролирует эти работы, вообще как они должны контролироваться? Ну, касательно Если- взрывных работ, это большая проблема не только по Маралды, вообще по всему Казахстану, по всем проектам недропользования, потому что в свое время НПП «Атамекен» под соусом дебюрократизации, упрощения вот этих всех процедур, они многие вот эти функции госорганов посокращали. И когда дело касается вот этих взрывных работ, из-за вот этих упрощений для бизнеса стало хуже для населения, скажем так, да, потому что сейчас как такового контроля, надзора за мощностью одного взрыва нету. И до этого мы также получали подобные жалобы из поселка Щитпе Мангистауской области. То есть это нужно законодательно вносить изменения, приказы Министерства индустрии касательно проведения взрывных работ. И нужно усилять роль госоргана. То есть это Возможно ли сейчас подать какие-то судебные органы по факту нарушения целостности жилища? В гражданском порядке, да, можно, конечно. Есть юристы, которые этим занимаются. То есть, если в результате взрыва пострадали, то есть это вибрация же получается. Если в результате взрыва и вибрации пострадало имущество граждан, они имеют полное право обратиться в суд со всеми доказательствами, со всеми протоколами, как положено в гражданском порядке.